Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится в ближайшие 48 часов? Что ждет и что будет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сердце ваше чему-то обрадуется. Очень-очень сердце обрадуется. Чему-то, либо за кого-то. Птица летит, сердце радуется. А вам аж, знаете, как летать захочется. Прыгать, веселиться, громко смеяться. Сердечко порадуется. Видите, бубновая мазь в середине? Что-то очень-очень такое хорошее, связанное с удачей, везением, счастливым случаем, либо чудесным событием. Смотрите, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Что-то просто потрясающее идет. К сердцу близко принимаете. Сердце смеется, сердце счастливо, радуется в груди. Да и у вас такое состояние, настроение просто обалденное. Птица, смотрите, какая птица мощная. Кстати, на ласточку похожая. Летит, и сердце ваше радуется. Очень хороший знак, очень хороший. Тьфу-тьфу, дай Боже, чтобы именно так и отыгралось. Так, расческа у вас тут вышла. Но это разговоры, много-много разговоров и выяснение отношений через разговоры. Либо добиться своего через разговоры. Кого-то в чем-то убедить посредством разговоров. Смотрите, вы все разные, но здесь вы проявите себя как очень толковый, очень талантливый переговорщик. Ни крики, ни укоры, ни упреки, ни уговоры, а именно такой, знаете, спокойный, конструктивный разговор. У вас получится, вы это сделаете. Сами от себя будете в шоке, обалдеете, скажете, ну, кто бы мог подумать, я до конца сомневалась, да, либо сомневался, да, вам удастся. Расческа выходит с вашей, с правой стороны. Ну, вы молодец. Вы молодец. Смотрите, спокойно, с толком, со смыслом, с расстановкой, без нервов, без надрывов. Вы получите то, чего хотите. Либо кого-то уговорите на что-то важное для вас. Свое получите. О, замечательно. Очень худой человечек. Как будто бы человека кто-то преследовал, либо каким-то гонением подвергся этот человек. Найдет защиту и убежище в каком-то странном доме. В странном доме. Может быть, это чей-то конкретный дом. Может быть, это какая-то организация, какое-то учреждение. Знаете, как не только убежище, но и защита. То есть в этом странном доме вы получаете все и сразу. Плюс успокоение приходит, тревога уходит, страх уходит, и приходит понимание, что теперь все будет хорошо. Это как преследователь, либо преследователи были, кто прям гонялся за вами, как доводили вас, доводили до исступления, и вы прям здоровьем страдали из-за этого, и нервная система страдала. Какой-то странный дом, странная крыша, какое-то небольшое помещение, но там вам точно помогут и точно защитят. Здесь точно все будет хорошо. Лошадка не может встать на ноги. Троечка ее поднимает. Возможно, вам сложно найти работу. Возможно, вы вообще не понимаете, чем заниматься, да, в чем себя реализовать. Кто-то из ваших знакомых, друзей, родственников, либо через кого-то, да, может быть, у кого-то есть знакомство,
помогают вам лошадку на ножки поставить. То есть здесь помощь будет вам оказана в поиске работы, в устройстве на работу, выбор пути. Может быть, даже если своим бизнесом, да, люди и как подскажут и поддержат, может быть, даже материально будет вкладываться в ваш бизнес. Но троечка поднимает лошадку на ноги. Лошадка хорошая, но видите, она не стоит, а она лежит. А троечка ее поднимает. Дороги. Дороги светлые, дороги широкие. Одна обрывается, другая продолжается. Куда-то вы перестанете ходить, либо куда-то вы принципиально не пойдете, правильно сделаете. Но тут же у вас как новые возможности, новые пути. В одно место вы так категорически нет, не пойду, да, не хочу, вот передумала. А вам туда, кстати, и не надо. А другое место вы такая: о, а вот туда я точно пойду. Либо вас позовут, и вы потом начнете сами туда ходить. Да, ненужных дорог меньше, да, вы отказываетесь от ненужных дорог. Люди на маленьком, ну то ли остров, то ли, ну остров, да, скорее остров. Им тесно, 3 человека в одном месте, им тесно. Эти люди начнут друг друга с этого острова как сталкивать, выталкивать. Ну, тут либо борьба за ресурсы, либо внутреннее напряжение, внутренняя борьба между 3 людьми. С левой стороны не про вас информация, а про тех, кого вы знаете. Возможно, даже вы к этим людям, ну, как-то настороженно относитесь. Может быть, даже эти люди, они как не принимают вас на свой остров, в свой круг. Вы станете свидетелем того, как эти люди выясняют отношения и как они друг друга просто вот, ну, не знаю, истребляют, да, выпихивают с острова. 3 человека между собой знакомые, либо в одном деле, либо в одной семье, они очень сильно поругаются там между собой. Но для вас это добрый знак, что они там ругаются. То есть они от вас отвлекаются на вот эту межусобную брань, а вы как в стороне за этим всем наблюдаете. Для вас, кстати, это еще очень выгодно, то, что они ругаются. Какая-то выгода. Не сейчас, не в ближайшие 48 часов, но в будущем для вас еще тут выгода идет. Птичка прилетит, вам все расскажет. Ну, либо уже на хвостике и выгоду вам принесет. Да, для вас это сама по себе ситуация выгодна. То, что они там между собой ругаются, выясняют отношения. Человек обиженный. Человек, который либо любит обижаться, либо вечно обиженный, либо конкретно на вас обиделся человек. Попытается сделать вам больно, каким-то словом обидеть. Да, больше как слова, потому что голова острая. Слова, болезненные слова в вашу сторону. Но вы эти слова не услышите. Не услышите. Вам ангелы уши закроют, чтобы вы не слышали эти обидные слова. Но потому что не имеет права этот человек вам такое говорить. Не имеет права. Да, вы знаете, как гадостей наговорить человек хочет, либо очень нелицеприятно высказаться в вашу сторону. Не могу обидеть физически, да, буду обижать словесно. Но ангелы вам ушки закроют, чтобы вы не расстраивались и близко к сердцу не принимали. Да, вам будет казаться, что этот человек не мой, да, молчит. На самом деле он говорит, но вы не слышите. Да, человек может вам там, не знаю, смс-ки писать, либо голосовые записывать, а вы этого не увидите и не услышите, потому что ангелы не позволяют. Не позволяют вас обижать, вот, потому что это все несправедливо. Здесь у вас очень красивый росточек, очень мощный, он очень быстро растет. Смотрите, листики такие классные, они все больше и больше, он разрастается с какой-то бешеной скоростью. Росточек прорастает из мужчины. Мужчина между 2 женщин. Росточек прорастает в вашу сторону. Та другая женщина держит мужчину чем-то, вот как к себе приковала, что ли, наручниками. Но нельзя остановить рост его чувств, рост его любви к вам. Здесь мужчина просто как сходит с ума, он кроме вас никого не видит. И если это действительно любовный треугольник,
Здесь будет скоропалительное решение и очень конкретный шаг действия в вашу сторону. Но это любовь. Что можно сказать, либо сделать с влюбленным человеком? Любовь, она ведь поглощает. Вот, и здесь такая ситуация. Кстати, если это не любовный треугольник, ну, например, мужчина на выборе между одной работой и другой работой, между одним предложением и другим предложением, здесь он будет выбирать именно по любви, то, что ему понравится. То есть мне нравится эта работа, но не нравится вот это. Я буду выбирать то, что мне нравится, то, что я люблю. И это безошибочный выбор, очень хороший выбор. Ну, опять же, росточек, листики классные, скорые результаты, большие деньги, прекрасные перспективы. Ну, и так может отыграться, как любовный треугольник, и как выбор между работой, либо видом деятельности, куда ехать, да, куда пойти. Но здесь точно человек не ошибется. Эмоция любви подсказывает, помогает, не дает ошибиться. Ну а если вы женщина, мужчина вас любит, выбор падает на вас, потому что любовь не дает ему ошибиться. Так что здесь все замечательно. Куриная лапка, крест. Куриная лапка сносит крест. Даже не просто сносит, выносит. Тяжелая судьба, либо тяжелое положение дел. При помощи обрядов, ритуалов вы ломаете этот крест. Если вы запланировали себе на ближайшие 48 часов провести какой-то обряд, какой-то ритуал, либо сходить к эзотерику, это очень хороший знак, это очень хорошее начинание, которое ломает тяжелый крест. Ну вот просто обламывает эти вершины креста. Здесь все получится, и скорый быстрый результат идет. Ощутимый результат, качественный результат. Сами вы делаете, либо кто-то вам делает. Хороший результат будет. С левой стороны большая лопата у вас в руках. И много ботвы, много листьев. Ну, работать тяжело, много работать для того, чтобы получить хорошие деньги. Либо человек на себя возьмет очень много обязательств. Да, что-то сделать, выполнить, доделать. И за это получит не просто там слова благодарности, но и что-то конкретное, ощутимое в руки получите. Да, многие работают, а многие домохозяйки, да, например, либо люди на заслуженном отдыхе. Что бы вы ни делали, за что бы вы ни взялись, здесь не только спасибо, но еще конкретно какое-то материальное вознаграждение вы будете получать. Причем листики, их 2, и не очень большие, значит, много получите. Хороший знак. Женщина ухоженная, в себя влюбленная, людей ненавидящая, такая, знаете, говорят, расфуфыренная вся, да, станет посмешищем, ну, как-то опозорится. Знаете, как будто бы при людях раздевается. Но это позор. Стать посмешищем, опозориться. Знаете, как говорят, цирк уехал, клоун остался. Вот по такому принципу. Почему-то она будет вас винить, либо считать, что это ей за вас, да, вот этот позор за вас. Значит, она перед вами в чем-то виновата, либо она против вас что-то затевала. Но я не вижу вашего участия, я вижу ее глупость, ее глупые поступки, которые приведут к состоянию чучела огородного, да, посмешищу, клоунессы, позорище, да, вот как-то так можно сказать. Что-то она сама делает, но почему-то вас винит, либо считает, что это с ней случилось из-за вас. Ну, не обращайте внимания. И она немножко такая убогая, да, юродливая. Вроде как внешние данные есть, а в голове прям ветер гуляет, посвистывает даже, да, в пустоте. И эхо тоже идет в голове. Ну, сама себе вы тут ни при чем. Заяц очень смелый, очень дерзкий, бросает вызов. Заяц бросает вызов львице. А львица такая в шоке. Говорит, ты что, заяц? Может быть, ты забыл, что ты заяц? А он такой, не, я не заяц.
Я зверь, я дикий. Ты разбудила по мне дикого зверя. Мои хорошие зрительницы, вы все разные. Но вот этот мужчина, да, заяц, явно он где-то струсил, либо он себя зарекомендовал как трус. Но вы его чем-то таким вот подцепили, задели, стебанули его очень хорошо. Действительно пробудили в нем зверя. Он вас очень удивит широтой поступков, масштабом действий и, конечно, какое-то предложение. Предложение, которое вас просто вот ошарашит. То боялся, то в лес бегал, да. Что не спроси, сразу раз и в лес. А тут, смотрите, прям зверя вы в нем разбудили. Ну, да, почему нет? Если ваш мужчина долго на что-то не мог решиться, девчонки, вот ваш час, ваш триумф, вы разбудили в зайце зверя. Он вас очень удивит. Поступок, действие, предложение, а может быть все сразу. Гордиться своим зайцем будете, гордиться. Действительно, может быть, и не заяц. А может быть, вы его перевоспитали, да, и наконец-таки мужиком становится, а не зайцем. Ну, что-то хорошее, шокирующее, но хорошее. Вы почему-то еще подвоха будете ждать. Но он уже все решил, он все придумал, у него нет других путей. Видите, закольцовка идет. Все. Вот таким он теперь и будет, решительным, действенным и активным. Кстати, еще по таким зайцам, может быть, и вас показывают. Может быть, вы в себя не верили, чего-то боялись. И какой-то человек смог вас разодорить, как бросить вам вызов и сказать: да ты заяц, да, ты зайчик маленький, всего боишься. А вы такая: сейчас тебе покажу, какие зайцы бывают. Но все равно это к лучшему, это с правой стороны и закольцовано. То есть это уже навсегда, да, перемена навсегда. Долгий разговор, то ли лично, то ли телефон. Очень долгий разговор, ни о чем. Трата времени. Кто-то будет пытаться потратить ваше драгоценное время. Не бойтесь показаться невоспитанным человеком. Если понимаете, что пустой разговор, ну так и говорите: у меня есть дела, у меня есть обязанности, у меня есть свои какие-то интересы. Прощайтесь. Потому что вижу, ваш собеседник, он в каком-то подвешенном состоянии, да, человеку нечем заняться, и поэтому отвлекает вас от важных задач, от важных действий. Разговор ни о чем, пустой. Странное что-то вы видите, как будто бы в гаджете, либо с экрана телевизора. Что-то вы будете видеть, что вас будет крайне возмущать. Значит, не принимайте близко к сердцу. Это все пропаганда, либо специально вот как воздействие на людей идет. Просто выключайте и не смотрите. Это все не настоящее. Вот так. Это все не настоящее. Не принимайте близко к сердцу. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.